Друзья, я знакомлю вас с гостем нашей студии, с гостьей нашей студии, наша коллега Гузель Хамитова, автор проекта «Мистический Башкортостан», который сегодня стартует на канале «Башкирское спутниковое телевидение». Гузель, доброе утро! Доброе утро. Я так рада вас видеть в стенах телецентра, но и особенно рада тому, что вы проснулись и пришли сегодня в нашу студию. Ну, рассказывайте. Мистический Башкортостан. Много ли мест у нас таких, о которых вы будете вещать, начнете вещать сегодня? Ну, мест очень много. 5 лет следопыта показали, что мест таких очень много, и очень много людей ездят по этим местам. Но так вот сложилось, что об этих местах не принято говорить. Ну, потому что кто-то подумает, что все ли у вас в порядке с головой. Может быть, вы верите или не обратиться ли к вам к психиатру. Сейчас таких людей стало меньше, которые будут так говорить. Да, таких людей меньше, но все-таки они есть. Нет, таких людей в равном количестве, пока их намного больше. Наша задача показать эти места, объяснить, почему это происходит, и чтобы люди ездили туда. Вот вспомните, в Челябинской области есть Аркаим. Это историческая территория нашей республики, да? Есть страна городов, вот, Аркаим, Синташта. У нас в Учелинском районе есть совершенно аналогичный город, называется Бахшай. Там мегалитический комплекс, обсерватории и так далее. Но о нем мы не знаем, потому что Бахшай у нас не раскручен, Аркаим у нас раскручен. И таких мест у нас в республике очень много. Много людей пропадает на перевале Дятлова, а ведь не меньше людей пропадает у нас на Инзерских зубчатках. Серьезно? Ну, как вот, да, в этом году. Лиля, ну не надо испугалась. делать такие. Я больше не поеду туда. Глаза. Да, поэтому это места, ну, они испокон веков такие, люди об этом знают. Местные жители об этом знают. Существует очень много легенд, преданий и так далее. Вот в Бурзянском районе, например, люди до сих пор видят великанов. Вы верите в это? Вот вы скептик. Понимаете, я готова сейчас пошутить, Вот. но не буду, чтобы не обидеть наших телезрителей из Бурзянского района. Вот видите, мы сидим с вами два скептика, а вы говорите, таких людей мало. Нет, конечно. Так, подождите, а в Бурзянский район вы на съемки уже ездили? Нет, это в будущем, потому что мы хотим снять, по мнению местных жителей, есть такая удивительная поляна, где люди, совершенно реальные, учителя, один учитель физики, другой учитель русского языка, их просто поселили в эту поляну на сенокос. На покос. Местные жители учителя адекватные. Местным учителям сделали такой презент. А покосите на этой поляне. Так вот, испокон веков на этой поляне ночью люди слышат, как будто бы переселяются, ну, биреляр их называется, нечистая сила. Учителя, конечно, поспали, ночь не спали, утром сказали, дайте нам другой участок. Это совершенно реальная история. Мы поедем, конечно, туда летом. Знаете, вот судя по нашей с вами беседе сейчас, у меня складывается ощущение, что программа в том числе и юмористическая будет. Нет, передача будет очень... Ну, она разная, потому что вот первый выпуск, который сегодня, посвящен призракам в музеях. У нас очень много музеев, где, по мнению людей, существуют призраки. Конечно, скептики и люди, которые не хотят делать шумную рекламу своему музею, они говорят о том, что нет у нас призраков. Ну, мы привыкли, призраки это что-то такое, ну, такое необыкновенное, так ведь, и пугающее. Многие из них связывают с душами тех людей, которые когда-то здесь жили. Кто-то говорит, что это дух музея, который, ну, сформировывается сам от прихода людей, от мысли людей, такой так называемый эгрегор музея и так далее. Ну, конечно, со стороны это выглядит немножко смешно, но в этом есть... Вот я, например, лично я, в отличие от вас, я в это верю, поэтому мне нравится делать эту передачу. Знаете, мне кажется, после того, как я посмотрю сегодняшнюю вашу программу, я тоже начну в это верить, насколько вы убедительно и интересно рассказываете. В любом случае, сегодня в 22:00 нужно будет обязательно включить телевизор. Да, и мало того, нужно будет посмотреть, а по окончании передачи
проголосовать. На страничке, да, ВКонтакте у нас выложено голосование. То есть вы заходите на наш сайт, нажимаете, кликаете на «Мистический Башкортостан» и принимаете участие в голосовании. И тогда вы поймете, в большинстве вы в качестве скептика или вы в качестве мистика. Каждый понедельник в 22:00. Нет, мы чередуемся со «Следопытом». Одну неделю передача такая остается «Следопыт», вторая неделя – это «Мистический Башкортостан». Время тоже. Спасибо вам огромное, Гузель Хамитова, автора проекта «Мистический Башкортостан», который сегодня стартует на нашем телеканале в 22:00. Не пропустите. Спасибо вам огромное. Давайте мы с вами договоримся, что после очередной вашей интересной поездки вы снова придете, поделитесь своими эмоциями, впечатлениями и картинкой. Через 4 года, сегодня 29 февраля. Слушайте, как актуально, что проект стартует именно сегодня. Да, Господи, да. 29 февраля. Через 4 года нет. С вами раньше. Спасибо. Итак, друзья, сегодня понедельник. Начинаем мы новую рабочую неделю вместе. Правильно делаем. 29 февраля, слушайте, хороший день.